Предлагаем вашему вниманию урок русского языка и литературы, 5 класс, урок номер 48. Тема урока «Искусство слова». Итак, представьте себе на минуту, что в языке вдруг исчезли имена прилагательные. Из вашей жизни ушли бы все цвета радуги. Солнце, небо, деревья, трава и даже цветы стали бы бесцветными. Вы бы не смогли сказать «доброе утро», пожелать крепкого здоровья, веселого настроения, приятного аппетита, спокойной ночи. Все стало бы серым, мрачным, скучным и грустным. Как прекрасно, что есть слова добрый, радостный, счастливый и веселый. Итак, читаем и говорим. Работа в парах. Ответьте на вопросы. Какая сегодня погода? Сегодня погода солнечная, или можно сказать пасмурная. Итак, какое сегодня небо? Небо сегодня чистое или облачное. Какой сегодня воздух? Воздух сегодня свежий, или можно сказать холодный. Какое солнце? Солнце яркое, или может быть теплое. Какой сегодня день? Теплый или холодный? Сегодня день теплый, или можно сказать, сегодня день холодный. Какое у вас настроение? Настроение у нас радостное или спокойное. Итак, сегодня мы познакомимся с именем прилагательным. Казаша сын есім. Имя прилагательное – это часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой, какая, какое, какие. Итак, упражнение номер 309. Прочитайте сначала текст без слов, данных в скобках, потом с этими словами. Какое описание более полное? Укажите слова, которые помогли сделать описание более точным. Итак, сорока. Читаем без слов в скобках. Сорока – птица, у нее есть прозвище белобока, и правда по бокам перышки у нее, а вот голова, крылья и хвост, как у вороны. Очень красив у сороки хвост, будто стрела, и перья на нем с отливом. Итак, вопрос. Какое описание? Давайте прочитаем теперь со словами в скобках. Сорока, красивая птица, у нее есть прозвище белобока, и правда, по бокам перышки у нее белые, а вот голова, крылья и хвост черные, как у вороны. Очень красив у сороки хвост, длинный, прямой, будто стрела, и перья на нем черные с зеленым отливом. Вопрос. Какое описание более полное? Конечно же, описание с прилагательными более полное, так как они делают текст ярче, выразительнее и дают больше информацию о предмете. И еще из этого укажите слова, которые помогли сделать описание более точным. Красивая птица, белые перышки, длинный прямой хвост, зеленоватый отлив. Упражнение 310. Прочитайте четверостишие, для чего мы используем прилагательное. Определяю я предмет. Со мной они весьма приметны. Я украшаю вашу речь. Меня вам надо знать, беречь. Так, вопрос. Для чего мы используем прилагательные? Мы используем прилагательные, чтобы сделать речь более красочной, выразительной и точной. Они помогают передать детали, которые делают описание живым и понятным. Применять правильно. Хорошая книга – это дверь в мир. Хорошо относиться к слову – книга. Книга существительное женского рода. Стоит в именительном падеже в единственном числе. В этой форме у прилагательного окончания «ая». Книга какая? Пишу «хорошая». Итак,
Упражнение 311. Читаем и пишем. Соедините прилагательные с существительными так, чтобы получились правильные словосочетания, запишите их. Итак, прилагательное большой, большой театр, волшебная сказка, огромная картина и художественный какой фильм. Упражнение 312. Прочитайте, что нового вы узнали из текста. Искусство включает в себя литературу, искусство слова, музыку, искусство звука, архитектуру, искусство строить и украшать здания, живопись, искусство изобразительное, театральное и киноискусство. Искусство – это и литература, и музыка, и архитектура, и живопись, и театр, и кино. Что нового вы узнали из этого текста? Искусство включает в себя разные формы – литературу, музыку, архитектуру, живопись, театр и кино. Оно объединяет разнообразные виды творчества, позволяет выражать идеи, эмоции и культуру. Итак, дополните кластер на тему искусства. Итак, это упражнение 313. Здесь у нас даны архитектура, литература. Что мы еще можем добавить? Что входит в искусство, как мы уже это проговаривали в упражнении 312. То есть это искусство, это живопись, это музыка, это театр, это кино. То есть можно записать подобными словами. Итак, упражнение 314. Подберите синонимы к данным прилагательным. Составьте предложение с любыми двумя словосочетаниями. Интересный рассказ, знаменитый поэт, большой памятник, ценная книга, обыкновенная история, забавный случай. Итак, слова-помощники: смешной, обычный, увлекательный, дорогой, известный, огромный. Нужно подобрать синонимы к данному. Интересный рассказ. Мы можем заменить увлекательный рассказ. Знаменитый поэт. Синоним известный поэт. Большой памятник. Заменяем синонимом огромный памятник. Забавный случай, смешной случай. И задание. Составьте предложение с любыми двумя словосочетаниями. Да? Можно написать: увлекательный рассказ вызвал восторг. Или вот второе. Известный поэт представил новое произведение.